В сегодняшнем видео мы расскажем о отношении граждан из различных стран к Таджикистану. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое впечатление сформировалось у людей о национальности. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Друг служит там. Природы, пейзажей. Кухня, конечно, да. Кухня это да. У меня ассоциация с пловом. Я на самом деле, не особо так влюбляюсь. Люля-кебаб. Скорее всего, вкусная кухня. Азиатская, там много мяса, много хлеба. Ковры всякие, вот расписные, наверное, вот ткань вот такая расписная, вот их мотивы такие, наверное, не знаю. Зарубежье, ближнее зарубежье. Бывший Советский Союз. Горная, теплая страна. В целом, я думаю, что приезжим людям, нужно больше интегрироваться в общество. Я думаю, что у людей слишком много предрассудков, что их заранее воспримут как-то неправильно. Я думаю, что нужно быть более открытыми, что ли, и больше идти на контакт. Ну и, конечно же, интересоваться окружающим миром, я имею в виду наш город, посещать интересные места, выставки какие-нибудь там, не знаю. Для меня все люди равны, нету разницы, мигранты, кто бы ни был. Как бы у всех, почему именно их просто именно их замечают, и все, очень вся суть. Как вы думаете, они себя ведут хорошо, плохо или вообще в целом? Есть хорошие, есть плохие. Я бы сказала, что трудолюбивые, веселые и немножечко ленивые. Ну, это очень хороший человек, который чтит свои традиции, чтит свой народ в целом, родителей. В общем, мне нравится. А в целом, я считаю, что они на самом деле очень добрые люди, отзывчивые, заботливые. Как-то раз даже, один таджик, я уезжала домой, и он смотрел за моей кошечкой, он за ней, 3 месяца ходил, заботился, и это было очень мило с его стороны. Я не ожидала, на самом деле, такой отдачи от таких людей. И мое мнение изменилось после этого, и я стала больше с ними общаться, и они мне очень приятны в общении как люди. В целом, в принципе, они неплохие ребята. Они очень старательные, на самом деле, всегда все учат, помогают. Они очень отзывчивые люди. Это земля Бога, это для всех людей. Но закон есть все равно, не граница сделана так для людей. Конечно, по поводу закон, иммигрант, сейчас очень тяжело. Да, очень тяжело. Но на самом деле надо стараться сделать все в порядке, все легально работать, сделать профессию, работать для себя и все сделать. Вот, иммиграция-то, что сказать, иммиграция-то является на всем мире, там давно люди, они начинали эту иммиграцию, что сказать, нормально. Да, есть хорошие люди. У меня из Узбекистана есть такой один. Как вы оцениваете их поведение? Нормально, то есть если люди, смотря образованные, как я могу оценить, то есть у меня друзья просто, они занимаются духовной практикой, и я вижу, что они, они говорят, мы отлично от души, неважно какой национальности, неважно какой там человек вероисповедания, главное, чтобы он, своей совестью жил. Совесть это как первая заповедь Ветхого Завета, Бог един, да, и все заповеди сносятся также в Коране, да, есть тоже заповеди, и поэтому, то есть, если человек живет именно от сердца, не просто от тела, что есть тело такое, то это хорошо. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Ничего негативного, то есть, как говорится, все зависит не от нации, а от человека. Я ими, с одной стороны, восхищаюсь в том плане, что они не побоялись сделать тот шаг, который оторваться от семьи, переехать в чужую абсолютно страну, выучить язык, то есть это на самом деле серьезно. То есть, такие же люди. Все. У кого-то там какое-то мнение о них, таджики не такие не знаю, ко всем одинаково отношусь. Конфликтов не было, приязни тоже нет. Среди них есть люди намного лучше русских. Но и среди них тоже есть и нехорошие. Вообще, то есть я говорю, мы националисты, поэтому я скажу так, что это... Нейтральная.
Нас не трогают, мы не трогаем. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.